Всем привет! С вами Куркума и Welcome to Jamrock, первый русскоязычный канал о жизни и культуре Ямайки. Если вам интересна эта тема, то советую подписаться. Здесь вы найдете самую разную информацию. Переводы дансхолл треков, рассказы о легендарных артистах, уроки языка и истории, библиотека, интервью и ток-шоу. А каждый понедельник новости Ямайки. Сегодня в выпуске. Во власти алкоголя и наркотиков. Как проходит реабилитация Future Famba? Дань уважения старшим. Чем был занят Декста Дабс в свой 39-й день рождения? От Йеллоу Мана до Масики. Сколько королей есть у ямайского дансхолла? Минувшую среду, 15 января, в сети распространилось видео с наркотической исповедью Future Famba, ветерана дансхолл-сцены, наиболее известного хитом Rum and Red Bull. Артист уже давно страдает от алкогольной зависимости, и в последние годы, если и появляется на публике, то обязательно становится главным героем какого-нибудь пьяного скандала. В канун прошлого Нового года, например, выступая на Ghetto Splash, он так сильно приложился к бутылке Хеннесси перед своим сетом, что во время шоу чуть не упал со сцены. Но оказалось, что пристрастие к алкоголю не единственная проблема артиста. После смерти матери он был убит депрессией и кроме бутылки начал также искать утешения и в наркотиках. В свежем ролике Фамба рассказал о своей борьбе с зависимостью и извинился перед своим другом, звездой дансхолла Шейки, который, как выяснилось некоторое время назад, убедил артиста пройти специальный реабилитационный курс. Профинансировать лечение предложил еще один легендарный ямайский артист – Шон Пол. По словам Фамба, тот заплатил за его пребывание в реабилитационном центре более $100 000. Согласившись принять участие в программе, исполнитель Rum and Red Bull лег в больницу, но через 2 дня сбежал оттуда из-за некомфортных условий. Артист утверждает, что ему пришлось делить комнату с другим мужчиной, который вел себя неадекватно и по какой-то причине не был полностью одет. «Я разорен, но не настолько, чтобы так жить», — сказал Фамба, вспоминая об этом. Несмотря на то, что реабилитация артиста закончилась, не успев начаться, он выразил глубокую благодарность Шону Полу за заботу, назвав его, цитата, «богом и братом». Отмечу, что рассказывая всю эту историю на видео, Фамба, увы, выглядел так, словно находился под действием наркотиков прямо в момент записи. Поэтому многие представители ямайского дансхолл-комьюнити, казалось бы, забывшие об этом некогда легендарном артисте, вдруг снова запереживали о Фьюче. Например, популярный ведущий MC Накфи разместил видео с эмоциональным откровением артиста в своем инстаграм-аккаунте, сопроводив его фразой «Надеюсь, с моим братом все в порядке. Ты хороший человек, и я молюсь за тебя». Также запись опубликовали популярное издание Yardhype и другие ямайские СМИ. Все статьи выражали беспокойство о состоянии здоровья Фамба, а разделы комментариев пестрили обвинениями в том, что артист продолжает принимать наркотики. 16 января исполнитель удалил из своих социальных сетей нашумевшее видео и выложил новое. В нем Фамба заверил своих поклонников, что с ним все в порядке, а также выразил недоумение по поводу сообщения популярного МС. Также он сообщил, что сейчас находится в доме матери за городом и пообещал в ближайшее время выйти в прямой эфир, чтобы рассказать свою историю подробнее. Остаемся в теме дансхолла, но переходим к более позитивным новостям. 12 января известному артисту Декста Дабсу исполнилось 39 лет. Отметить это событие он решил довольно нестандартным образом. Декста не стал устраивать в честь дня рождения роскошную вечеринку, грандиозный концерт или какой-нибудь торжественный прием. Вместо этого артист провел праздник для пожилых людей в своем родном сообществе – Seaview Gardens. Декста Дабс на протяжении многих лет остается приверженцем
приверженцем развития этого района. И даже в свой собственный день рождения не упустил шанса оказать помощь его жителям. Он привлек к организации мероприятия различные компании. И в итоге на празднике пожилые люди могли совершенно бесплатно получить разные услуги по уходу за собой. Декста сказал, что для него нет лучшего способа провести этот день. Таким образом, артист отдает дань уважения родному сообществу и благодарит тех, кто на протяжении многих лет делился с ним мудростью и оказывал поддержку. В своем инстаграм-аккаунте артист разместил несколько фотографий с прошедшего праздника, а также видео, подписанное фразой «Матери Сивью веселятся со своим сыном». Самое сладкое оставила напоследок. Дебаты о том, кто сейчас является королем дэнс-холла. Они начались еще в конце прошлого года, а в январе 2025 разгорелись с новой силой. This is Beenie, king of the dancer. После грандиозного возвращения Картеля на сцену, Beenie Man кинулся яростно отстаивать титул. Даже выложил видео 10-летней давности, на котором его называет королем дэнс-холла сам Vybz. Beenie Man, you're king of the dancehall when you come out of your mother belly. Картель, по всей видимости, решил ответить чем-нибудь свеженьким и 17 января выпустил трек под названием «I'm Out», в котором подробно объяснил, что у него не стоит пытаться отнять корону. Пока Vybz и Beenie сражались за почетное звание короля, ветеран дэнс-холла Тони Маттерхорн посетил популярный подкаст The Fix и поделился там своими мыслями по теме. Действующим королем он назвал Масику, уточнив, что тот сменил на посту Попкаана. Beenie Man же, по его мнению, в свое время сверг с трона Elephant Man, который на самом деле правил дэнс-холлом, пока Beenie носил корону. По его мнению, титул чемпиона переходил из поколения в поколение, и когда-то им определенно владел Картель, но сейчас пришло время Масики. Тему активно обсуждают и другие ямайские СМИ, предлагая также короновать Шона Пола. Был даже разработан специальный список критериев, по которым стоит оценивать потенциальных королей. Видя всю эту суету вокруг главного дэнс-хольного титула, о себе поспешил напомнить и самый первый обладатель короны – Yellow Man. В интервью популярному изданию The Star он назвал себя оригинальным кингом и сказал, что никому не под силу его превзойти. Очевидно, намекая на то, что все современные исполнители изначально идут по пути, который он проложил для дэнс-холл-диджеев еще в начале 1980-х годов. Напомню, что Beenie Man провозгласил себя королем дэнс-холла в 2004 году, выпустив песню под названием King of the Dancehall, а в 2009 был официально коронован на сцене знаменитого Reggae Sumfest. Картель забрал себе этот титул в 2016 году, находясь при этом в тюрьме. Тогда артист выпустил альбом с таким же названием King of the Dancehall, включающий в себя его знаменитый хит Fever. Yellow Man же преподнес миру сборник треков с названием «Король дэнс-холла» еще 36 лет назад, в 1989. А за год до этого выпустил альбом King Yellow Man, который был номинирован на премию Грэмми. Таким образом, он стал первым дэнс-холл-исполнителем, появившимся в категории «Лучший регги-альбом» этой престижной награды. Вторая номинация Yellow Man на Грэмми состоялась в 1998 году за альбом Freedom of Speech. Также его имя можно найти в книге рекордов Гиннесса. Артист попал туда за то, что в 80-х выпускал в среднем по 5 альбомов в год. Я уже говорила вам ранее, что считаю Yellow Man первым и самым главным королем дэнс-холла. И думаю, теперь точно понятно, что с его достижениями и правда сложно соперничать. Но я считаю, что специфика дэнс-хольного жанра все-таки позволяет нам иметь нескольких королей. Так сказать, на разные эпохи. Ведь в дэнс-холле огромное значение играют актуальность и тренды. Картелю удалось сохранить свою актуальность до сих пор, несмотря на то, что он больше 10 лет находился за решеткой. И думаю, вы не станете спорить с тем, что артист сам постоянно задает в дэнс-холле все новые и новые тренды. На мой взгляд, если кто-то и может претендовать на то, чтобы называться новым королем дэнс-холла, то только Vybz Kartel. И только при условии, что имя Yellow Man и его вклад
вклад в развитие жанра никогда не будут забыты. Буду рада почитать в комментариях и ваши мысли на этот счет. Не стесняйтесь писать. На этом у меня все на сегодня. С вами была Куркума и новости Ямайки. Увидимся через неделю. Your backpack, this melody your girlfriend conduct. Some boy not know